Каждый день здесь резвятся дети. Они контактируют между собой и держат одни и те же предметы. Если кто-то из детей инфицирован, то заражения не избежать. Человечество придумало вакцину, чтобы победить многие инфекции. Так мир победил чуму, тиф и оспу и другие заболевания. Некоторые родители считают обязательной эту процедуру для своих детей, другие более осторожны. Какие же опасения и чем грозит ребенку отказ от вакцинации? Программа Агуэсра представит все точки зрения и поможет найти правильный ответ. Тему вакцинации мы обсуждали не раз, но она остается актуальной. Хочется еще раз напомнить родителям, что вакцинация необходима для здоровья их детей. Да, действительно, тема актуальная и очень важная, потому что нам нужно здоровое поколение. Поэтому мы сегодня побеседуем и, я думаю, все насущие проблемы обсудим. И главное узнать, есть ли риски и какие это риски. Эсма Юрьевна Гуния окончила Ростовский государственный университет. Там же 2 года ординатуру. С 2012 года работает в Сухумской городской детской поликлинике. Ее девиз в работе – улыбка ребенка – лучшая награда. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях Гуния Эсма Юрьевна, врач-педиатр. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы побеседовать с вами по поводу вакцинации детей. Вот сейчас по телевизору активно говорят, что вакцинация. Поподробнее узнать, то есть как много детишек к вам приходит, есть ли люди, которые нуждаются, но не приходят к вам по каким-то определенным причинам. Есть часть людей, которые отказываются от вакцинации и по каким причинам. Как известно, вакцинация – это самый распространенный, самый простой метод профилактики тяжелых инфекционных заболеваний. Очень необходимо проводить детям прививки, что является снижением риска инфицирования ребенка инфекцией. В случае, если детишек не приводят на вакцинацию, да, с какими проблемами они могут столкнуться, то есть какие заболевания в первую очередь стоят на первом этапе? Вакцинация проводится в основном в первый год жизни ребенка. Есть родители, которые отказываются по тем или иным причинам проводить эти прививки. Следовательно, ребенок входит в группу риска, когда ребенок начинает ходить в детский сад, в школу, то есть в образовательное учреждение, где он контактирует с другими детками. Во-первых, он является сам источником инфицирования для остальных, и для самого же ребенка опасно тем, что инфекция, которой он может заразиться, перенесет эту инфекцию более в тяжелой форме, чем тот ребенок, который был привит до этого. То есть, по сути, он является носителем инфекции. Да. О каких инфекциях именно мы говорим? То есть, что входит вот в этот перечень инфекций, да? То есть, какие заболевания? Это БЦЖ от туберкулеза, против гепатита Б, проводится вакцинация 3-кратно. Также коклюш, дифтерия, столбняк, это вакцина КДС, полиомиелит, корь, краснуха, паротит, вакцина КПК. И сейчас вакцины Ротарикс и пневмококковая вакцина. Ротарикс – вакцина от диарейных симптомов, особенно актуальных в летнее время года. Я задам каверзный вопрос. Насколько вакцина качественная? Родители очень боятся, поэтому и некоторые из них отказываются от вакцинации, считая это, что могут нанести вред своему ребенку. Вопрос очень актуальный в наше время, потому что очень много разговоров по этому поводу, откуда доставляются вакцины, качество вакцин. Вакцина европейская, доставляется к нам Всемирная организация ООН, детская Всемирная организация, которая отвечает за доставку, за качество доставки. Здесь уже у нас мы отвечаем за качество и сроки вакцины, то есть в основном европейская вакцина. В нашей стране 37 230 детей, возраст от 0 до 14 лет. Существует электронная база данных, с помощью которой наши педиатры проводят ежегодную вакцинацию. Сколько привитых детей, сколько отказываются и почему? Узнаем об этом.
Электронная база данных детского населения как шаг к медицинским информационным технологиям. Она была создана несколько лет назад. Здесь содержится информация не только городских детей, но и проживающих в селах. Мы, конечно, контролируем охват прививок, и нам это сделать сейчас намного легче, потому что существует электронная база данных. В любой день мы можем открыть эту базу и посмотреть, сколько детей привито. Электронная база данных детей расширяется. Теперь дополнится информация о инвалидности и многодетных семьях. Самые лучшие показатели вакцинопрофилактики в столице. Процент привитости чуть меньше 100%. Сейчас в календарь прививок вошли новые вакцины. Мы ввели пневмовакцину. Это вакцина против пневмококковой бактерии. Кстати, процент тугоухости очень часто возникает после перенесенных пневмококковых отитов. Год назад Министерство здравоохранения Абхазии столкнулось со вспышкой кори. Было принято решение начать широкую пропаганду в поддержку вакцинации от кори. Было привито большое количество детей. И как результат, за последние полгода ни одного заболевания. Родители бывают разные. Основной контингент, они понимают и позитивно относятся к вакцинации. То есть они понимают, что это основной способ уберечь ребенка от инфекции. Есть противопоказания для вакцинации. Перечень небольшой. Прогрессирующие заболевания нервной системы, злокачественное образование и иммунодефициты. Вакцинация не бывает принудительной. Родители могут отказаться, однако должны понимать взятую на себя ответственность. На протяжении многих тысячелетий люди боролись со множеством болезней, изобретали эти вакцины, чтобы от чумы, от оспы, от разных заболеваний, которые, слава богу, от нас ушли. И хотелось бы, чтобы это не повторялось. На планете нет страны, в которой не вакцинируют детей от заболеваний. Измерить ребенку температуру перед прививкой – правило обязательное. Эти и другие полезные советы родители могут услышать в поликлинике, ожидая приема у доктора. Недавно сотрудники ЮНИСЕФ здесь установили несколько телевизионных экранов. Теперь любимый доктор современных мам Комаровский рассказывает о том, как воспитать здорового малыша. Я считаю, что необходимо делать прививки. Положительно. Мои дети все с прививками. По словам этих мам, иногда у детей бывает небольшое покраснение и уплотнение кожи, но через несколько дней все проходит без следа. Неизвестно, откуда вообще эти вакцины нам попадают. А вот и другое мнение. Сомнения в качестве предлагаемой вакцины. Но подробности по этой теме в другом репортаже. Говоря о сроках вакцинации, то есть это первые часы вакцинации, месяц, два, три, поподробнее бы хотелось поговорить. То есть у детишек это 6-летний возраст, 5-летний возраст. В каждом возрасте они определенные. Вот хотелось бы по-моему, календарь прививок. Да, то есть вот как раз, веду все к этому календарю прививок. Для каждой вакцины свои сроки вакцинации, количество вакцин тоже определенное для каждой вакцины. Мамы, которые рожают у нас в роддоме, в наших роддомах, получают вот такие книжки, индивидуальные книги для каждого ребенка, в которых подробно расписаны все вакцины, в какой срок и когда ребенок должен получить. То есть все подробно расписано, мама сама может контролировать сроки проведения и на обратной стороне отмечать для себя, когда ее ребенку была проведена та или иная прививка. То есть с роддома ребенок выходит, уже получив вакцину ВГВ, то есть это против гепатита Б, и БЦЖ, а также полиомиелит. Это вот первые 7 дней вакцину, которую должен получить ребенок. Наш календарь начинается с 2 месяцев. Противопоказание основной от вакцинации сейчас сузился. То есть это СПИД и это злокачественное новообразование. И единственный еще момент, на введение предыдущей вакцины была, если сильная реакция, аллергическая реакция. То есть 3 вот этих основных критерия, которые являются противопоказанием. Следовательно, если ребенок не входит в эту группу... А если есть неврологические... Это временный медотвод. Временный медотвод на сроком 2 недели, месяц это устанавливает невролог. Это временный медотвод, после которого уже мы получаем разрешение и прививаем ребенка. Следовательно, если мы входим в эту категорию, где уже ребенок здоровый, в 2 месяца мы получили разрешение от невролога, нет вот этих 3 критериев медотвода, мы начинаем вакцинацию АКДС – коклюш, дифтерия, столбняк.
Это вакцинация, которую больше всего боятся родители. Коклюшный компонент, да, есть момент, что он вызывает, возможно, может вызвать реакцию со стороны организма ребенка, но также это очень важная вакцина, которая в дальнейшем защитит ребенка от сложного заболевания, как коклюш, потому что очень много случаев было зарегистрировано в мире вообще, что от коклюша ребенок умирает. Аллергия у детей развивается, либо что-то другое, иное? Не вообще аллергия развивается, а именно на введение данного препарата. И то, если в очень тяжелой форме протекает, это там температура до 40 градусов повышается, сыпь, которая в течение 7 дней держится, то есть вот в таком плане. Но проявляется она моментально после вакцинации? В течение 24 часов. А что надо сделать? Можно помочь Да, ребенку? то есть Как можно можно предотвратить помочь? все это, как-то предугадать. Ну, если уже даже произошло, не дай бог, чтобы не было смертельного исхода, или какие-нибудь там, я не знаю, повреждения каких-то тканей, мозга, такие же тоже случаи бывают. Как можно помочь? Во избежание тяжелых последствий, уже как последствия вакцинации, если проявились вот такие вами описываемые последствия, чтобы избежать летального исхода? Нет, после этих моментов нет летальных исходов. Летальные исходы, я говорила о том, что летальные исходы возможны, если не прививать. То есть сама реакция аллергическая, она не приводит к тому, что там летальный исход. Это просто как аллергическая реакция именно организма на эту вакцину. И просто вводится более упрощенная. Так вы считаете, что опаснее для ребенка не сделать вакцину и меньше риска сделать вакцину? Я считаю, лучше сделать вакцину и меньше риск уже инфицирования в дальнейшем. Раньше, если прививки работали, в Ленинграде выпускали прививки, например, я не боялась своим детям делать. Рима, как бабушка, переживает за здоровье своих внуков. Она выступает против вакцинирования. Ее главный аргумент, что вакцину могут использовать как бактериологическое оружие. До конца не вникая, какого качества вакцина, она выбирает вариант от греха подальше. В этом кабинете хранятся все вакцины, которые привозит ЮНИСЕФ для детского населения Абхазии. Сейчас мы зайдем и увидим сами, в каких условиях они хранятся, соблюдается ли температурный режим, а также посмотрим на даты, указанные в упаковке, соответствуют ли они действительности. Все о качестве нашей вакцины узнаем сейчас. Все о условиях хранения и выдачи вакцин знает Жанна Харчила. В этих холодильниках всегда одна и та же температура. Есть и те, которые хранятся в морозильниках. В случае отключения электроэнергии холодильники сохраняют свой температурный режим 2 дня. Чтобы поддерживать, потому что перепады электроэнергии, чтобы не повредили мы свои холодильники. В случае нарушения температурного режима вакцина теряет свои свойства. Поэтому каждый день Жанна отмечает температуру на этом листке бумаги, которая прикреплена к холодильнику. Каждое утро и перед уходом с работы мы отмечаем температурный режим холодильника. Холодовые элементы нужны для сумки холодильника. Такими сумками обеспечены медсестры во время прививочной сессии. Замороженная вода кладется в пластмассовую герметичную сумку. Мини-холодильник, вот 4 штуки сюда можно поместить. Во время инъекции, если она будет делать, можно вытащить. Еще один важный показатель качества – сроки хранения. Проверяем упаковки. Дата изготовления – 2013 год, годен до 2016. Как утилизуют просроченные препараты? Жанна говорит, что у них редко остаются неиспользованные вакцины, но в этом вопросе тоже правила не нарушаются. Нужно растолочь и сжечь вакцину. И составляется акт списания. Главный педиатр страны абсолютно доверяет производителям вакцин, которыми прививают детей. Они одобрены Всемирной организацией здравоохранения, говорит она. Мы разъясняем, что эти вакцины безопасны, они высокого европейского качества. Тяжелых осложнений после вакцинации за последние годы не было ни одного. Вакцины в Абхазию поступают по линии ЮНИСЕФ. Это детский фонд Организации Объединенных Наций.
Транспортировка через Грузию. Чтобы разобраться до конца, есть ли повод для беспокойства, мы с оператором отправились в офис ЮНИСЕФ в городе Сухум. Где проводится вакцинация? То есть это детская больница или поликлиника? Куда люди к вам приходят для вакцинации детишек? Вакцинация проводится в детской поликлинике. Вакцины хранятся в определенных нужных условиях. Сроки хранения, все соблюдается, температурный режим. Все соблюдается обязательно. За это мы отвечаем. Все главврачи, как один, говорят, вот детским населением, электронная база есть и ведется хорошая работа. Да, есть электронная база, которая действует по всей Абхазии. Очень удобно в том смысле, что если ребенок поступил к нам с Гудауты, да, естественно, родитель без книжки, без каких-либо прививочных карт, и трудно определить, и мама не помнит, не знает вообще, какую вакцину у ребенка вводили, может в стрессовой ситуации тоже оказаться, то есть она может это не вспомнить. Есть база, которую, открыв, мы можем найти любого ребенка, если ребенок, естественно, наблюдается. Просто бывает очень много детишек, которые не ходят, не посещают наши организации и не стоят на учете. Есть такие тоже. Но если ребенок посещали, делали прививки, все сведения о прививках есть в общей базе. Что можно сразу увидеть, это очень удобно, очень вопрос. Скоро лето, и у родителей начинается паника. Кишечные инфекции, то от моря, то от воды, еще от чего-то. Вот массовое заболевание, капают всех подряд, инфекционная больница, детское отделение заполнено. Есть ли какая-нибудь вакцина, как, может быть, подготовить детей к этому лету, чтобы не было потом вот таких последствий? Ну да, я вот перечисляла Ротарикс. Это вот из той группы, которой мы пытаемся детей подготовить к летнему сезону, и чтобы меньше работы было у инфекционной больницы. Люди это воспринимают, родители это понимают? Да, подходят с пониманием. Кстати, к вот этой вакцине больше они как-то даже сами просят. Вот я слышала, можно нам тоже, мы вот не успели или нам почему-то не сообщили, не предупредили. Они приходят, вот именно эту вакцину они пытаются. Есть ли у ребенка благоприятное состояние, когда вакцина принимается хорошо? То есть иммунитет сильный, не болел в ближайшее время. Есть ли какие-то такие критерии? Да, все вакцины желательно проводить в течение первого года жизни. То есть организм ребенка более подготовленный, готов воспринимать и хорошо реагирует на введенную вакцину. Естественно, перед каждой вакцинацией мы проводим подготовку к прививке, мы проводим антигистаминотерапию, консультация с неврологом, анализы. Следовательно, риск возникновения реакции снижается. Все препараты, которые поставляются на сегодняшний день под эгидой ЮНИСЕФ, они имеют сертификаты качества в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Андрей Тулисов, сотрудник ЮНИСЕФ, специалист по здравоохранению и питанию. Уже несколько лет тесно работает с Министерством здравоохранения нашей страны. Я задаю важный вопрос, который волнует многих родителей и, возможно, является поводом для слухов. Путь доставки вакцины. Это не наш выбор. Это выбор, который за нас сделали, и мы вынуждены ему следовать. Однако мы не видим никаких проблем из-за того, что этот выбор сделан в вопросах качества, потому что препараты не распаковываются на территории Республики Грузия. Они проходят полностью все этапы в упакованном варианте, и это проверяется в том числе и здесь, на территории Абхазии. Организация Объединенных Наций наша страна не признана, поэтому и путь доставки через восточную границу. Однако, по словам Андрея Тулисова, все вакцины, доставляемые ЮНИСЕФ в Абхазию, имеют сертификат качества, и в их подлинности сомневаться не приходится. На склад центральный, который находится в городе Сухум, и проверяются представителями Министерства здравоохранения, и оценивается, сравнивается серия на препарате и сравнивается серия того сертификата, который указан в сертификате. На всех этапах транспортировки вакцины происходит контроль. Тщательно проверяется документальная база.
Сама упаковка исключает подмены этого препарата, говорит нам Андрей Тулисов. Еще один факт, исключающий использование некачественной вакцины. Все препараты, они снабжены так называемым индикатором, который говорит о том, что препарат не подвергался тепловому воздействию, так как вакцина очень чувствительна к теплу. Несколькими минутами позже, после интервью, во время съемок в Сухумской городской поликлинике, я встречаю гражданина Молдавии, временно проживающего в Абхазии. По его словам, есть возможность прививать своих детей в России, но он отказывается. Больше доверяю качеству вакцины, которую доставляет детский фонд ООН в Абхазию, говорит он. Надежность здесь и лучше, чем в других городах даже, если честно. Выяснив ситуацию, подкованные правильной информацией, мы отправились в прививочный кабинет, где познакомились с очаровательной Миленой, которую привели на первую вакцинацию. Но об этом чуть позже. Какие проблемы остро стоят у вас в поликлинике детишкам, которые, то есть те, которым нужно привить, скажем так? То есть существуют ли вообще проблемы какие-нибудь? По обсуждаемой теме. Да, по обсуждаемой теме, несомненно. Иначе по педиатрии пройдемся, это будет очень глобально. Да. Лучше по обсуждаемой теме. Родители, если у одного ребенка была та или иная реакция, даже повышение температуры до 38 градусов. Родитель другого ребенка, соседка, уже начинаются сомнения по поводу вакцинации. Вот основная проблема у нас заключается в том, что родители сомневаются, проводить ли своему ребенку иммунизацию. Только по причине того, что вот слышала где-то, возможно, реакция, боюсь. Повышение температуры тела, это относится к общей реакции. Местная реакция – это в виде покраснения вместе инъекции. Это и осложнениями не назвать, это как реакция организма на введение иммунитета. Это нормальная реакция. Больше никаких противопоказаний нет. Проблем нет, лишь бы приходили на вакцинацию. Охват пытаемся увеличить. Сейчас с декабря 2014 года, благодаря компании Aquaphone Mobile, которым спасибо большое, они оповещают родителей о том, что пришло время для профилактического осмотра, для профилактической прививки ребенку. Приходят мамам сообщения. Есть, которые очень многие жалуются, что а вот нам не пришло. Это потому, что вот в этой же нашей базе, о которой мы говорили, мы вводим номера телефонов. Зачастую эти номера телефонов бывают неправильные, поэтому отправляем не туда, как говорится. Если все мы будем делать правильно, то есть и номера будем достоверно давать, и оповещения будут приходить. Эсма, сколько лет вы работаете педиатром? 3 года. А какое количество детей вы осматриваете, примерное количество? За сутки? Или вообще на учете? Под вашей компетенцией, да, вот. Около под 1000. вашим наблюдением, если правильно. Около 1000. Вы можете ответственность взять за каждого на вакцинацию? Да. То есть вы отвечаете, что это хорошая, качественная вакцинация, и это полезно и нужно для здорового ребенка. Молодая мама Кристина волнуется. Милана, у нее первый ребенок, и через несколько секунд они сделают первую вакцинацию. Боитесь? Ну да, чуть-чуть, да. Потому что температура появляется, и плачет, говорят так, не знаем, посмотрим, как будет. А почему не отказываетесь? Говорят, надо делать, значит надо. Детская медсестра Ольга с большим опытом работы, 46 лет. За свою практику она не сталкивалась с тяжелыми последствиями после вакцины. Легкое покраснение на коже, возможно, невысокая температура. И сегодня она об этом предупреждает неопытную Кристину. Вы в курсе, что может быть чуть такую-то реакцию? Да, у нас есть лекарства. Садитесь, пожалуйста. По прививочному календарю 2-месячной Милане делают несколько вакцин. Медсестра вскрывает ампулу. Вторично шприц невозможно использовать. Он блокируется. Что это означает, вы увидите сами. Вот видите, где 0,5? Вот иду я туда тихо, спокойно, потому что пузырек может появиться. Вот видите? Вот. Вакцина набрана. Сначала Милане введут укол, затем несколько капель другого препарата капают под язык. Малыш всплакнул, но быстро успокоился. Успокоилась и мать. А капли Милане даже понравились.
так мы с оператором стали свидетелями процедуры вакцинации. Наша съемочная группа не оставила ни один вопрос без ответа. Мы выяснили, какого качества вакцина, как хранится, кто производитель, как происходит транспортировка, а также сравнили, какую пользу приносит вакцина и какой вред, и обратились к статистике. По нашим данным, факты о том, что из-за вакцины здесь, в Абхазии, здоровью ребенка был нанесен ущерб, мы не нашли, но убедились в том, что от нее большая польза. Те, которые рождаются на территории республики, более-менее понятно, они становятся на учет, вы их ведете, там, вакцинация и так далее. Но есть же также часть населения, которые за пределами республики, да, то есть рождаются, говоря о детишках. То есть как тут обстоит ситуация? Они вакцинируются за пределами или уже тут, вставая на учет? Нет, они встают на учет, приходят к нам по участку и вакцинируются у нас. Это уже по желанию. Есть некоторые родители, которые выезжают, и там наблюдаются в том плане, что вакцины там проводят вакцинацию. А так у нас на учете и проводим вакцинацию у нас. Ну, вакцины аналогичные, что у нас, что за пределами республики. То есть это одни и те же вакцины, как я понимаю, и от одних и тех же заболеваний. То есть первые, вот грубо говоря, первые 10 заболеваний острых, которые, да, от которых вы прививаете. То есть и здесь, и там они актуальны. Или какие-то вакцины немножко другие? Одни и те же в том плане, что от одной и той же инфекции, но они проводят вакцинацию российскими. То есть тут российский производитель. А за те препараты, которые мы вводим, они платят там отдельно деньги. То есть это уже по желанию, родитель покупает эту вакцину, а мы тут вакцинацию проводим бесплатно, вакцина бесплатная. А вот дети, чьи родители приехали временно, находятся в Абхазии, для которых Абхазия не постоянное место жительства, на заработки приехали, а они как-то контролируются? Да, они стоят на учете, мы их всех прививаем, потому что в любом случае они контактируют с нашими детьми, они могут быть опасным, грубо говоря, и поэтому мы стараемся охватить по мере возможности этих детишек обязательно. Ну что ж, большое спасибо, что были сегодня у нас в программе. Тема довольно-таки насыщенная. Здесь не очень было тяжело, но тема, правда, полезная, нужная была информация. Спасибо вам. А я что могу сказать? Будьте здоровы. Спасибо. Берегите своих детей, их за шалости не ругайте. Зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте. Не сердитесь на них всерьез, даже если они провинились. Ничего нет дороже слез, что с ресничек родных скатились. Если валит усталость с ног, совладать с ней нету мочи. Но к вам подойдет сынок или руки протянет дочка? Обнимите покрепче их, детской лаской дорожите. Это счастье, короткий миг, быть счастливыми не спешите. Растают, как снег весной, промелькнут дни золотые эти, и покинут очаг родной повзрослевшие ваши дети. Перелистывая альбом фотографиями детства, с грустью, вспомните о былом, о тех днях, когда были вместе. Как же будете вы хотеть в это время опять вернуться, чтобы маленькие песни спеть, щечки нежные, губами коснуться? И пока в доме детский смех, от игрушек некуда деться. Вы на свете счастливее всех. Берегите, пожалуйста, детство. Берегите, пожалуйста, детство. На самом деле, когда правый глаз дергает, почему? Невроз. Если у меня неврозы, это неудивительно. Значит, у нас есть следующая тема, понимаешь? Невролога вызывают, прямо тут консультируемся. Все, ждем невролога к следующей передаче. Заканчиваем? Ну, ты скажи, стоп-камера, стоп-холодильник, стоп-морозильник, стоп сегодняшняя быстро.